Иван Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Это наша первая встреча в этом году. И вначале хотелось бы поздравить вас с прошедшими новогодними рождественскими праздниками. Ну и, конечно же, январь богатый на праздничные события. И впереди ваш День Ангела. И с этим праздником также вас поздравляю. Благодарю. Я, в свою очередь, всех вас и слушателей поздравляю с новогодними праздниками, со всеми, с Новым годом наступившим. Я очень надеюсь, что этот Новый год всем принесет счастье, здоровье, благополучие. Социально-экономическое положение Гагаузии будет лучшим с рождественскими праздниками. И, наконец-то, наступит мир, закончится у соседей выяснение отношений вооруженным путем двух братских славянских народов, и мы будем проживать в мире и согласии. Как раньше, да? Как Хотя говорят, думаю, что как раньше уже не наступит. Два раза в одну и ту же реку нельзя, в одну и ту же воду. В реку можно, потому что река вода течет в одну и ту же воду. В реке текущей нельзя, говорят, наступить, но я думаю, что стараться, чтобы взаимоотношения были и у нас в республике такие же, как были раньше, я думаю, что это стоит. Потому стоит пытаться делать, потому что мы всегда жили дружно. Но начинать надо всегда с себя, Иван Георгиевич. Ну, естественно. И именно здесь у нас, в Гагаузии, начинается также выяснение каких-то взаимоотношений. Но давайте об этом по порядку. В соцсетях сейчас широко муссируется тема переноса даты выборов Башкана Гагаузии. Вы наверняка с этим также знакомы. Как вы считаете, чем и кому это выгодно? Ну, вообще-то по закону, я не знаю, кому выборы, я лично не верю в это все, потому что официально никто не заявляет, это все кулуарные разговоры, кулуарные притягивания. Потому я и сказала, что муссируется тема, да, она действительно официально не вынесена в официальных сетях видел даже заявление политической партии, видел подписанные по этому поводу, чтобы не переносили. Ну, давайте рассмотрим с юридической точки зрения этот вопрос. Именно поэтому мы вас и пригласили, Иван Георгиевич. Я лично поддержу эти выборы, перенос, не перенос. Это дело Народного собрания Гагаузии. Начнем с того, что Башкан избирается на 4 года, да? И полномочия Башкана начинают течь с момента принесения присяги. 19 июля 2019 года было принято присяга действующим Башканом Гагаузии. У нее истекают полномочия 19 июля 2023 года, то есть в этом году. До 19 июля, когда бы выборы не прошли, в январе, феврале, марте, апреле, до 19 июля действующий Башкан будет исполнять свои обязанности, потому что уже муссируется, что Башкан должна уйти, вот изберут другого, что это сказки. Есть закон, который нужен. Поэтому я сторонник того, что в рамках, которые, ну, к примеру, возьмем следующее воскресенье после 19 июля, это 23 июля, воскресенье получается, да? Да. Так вот, до 23 июля Народное собрание может переносить эти выборы, последние, чтобы 23-го провели, да? Но там мы должны понять одно, что с 30 апреля назначены еще одни выборы депутатов Народного собрания Гагаузии, 2 депутатов, в 2 округах. Вот если переносить, ну нельзя будет их переносить, потому что их и так по закону обязаны были давно избрать. По требованию уложения и закона об особом правовом статусе Гагаузии и кодекса о выборах последние, которые действующие, их нужно было избрать давно, этих 2 депутатов. И сейчас говорить о том, что переносятся выборы, вот в этом плане, я думаю, не сторонник этого, и я думаю, что и этого не будет. Во всяком случае, еще официально никто не объявил, что будут выборы переносить. Это кто-то пытается бросить в общество опять семя раздора, чтобы опять были раздоры и так далее. Да, в принципе, идея была заложена нами в избирательный кодекс, когда мы готовили избирательный кодекс, что можно на 3 месяца назначить выборы Башкана раньше истечения сроков. Но идея эта была заложена в связи с тем, что если бы республиканские власти проводили или референдум, или молдавские выборы, чтобы за эти деньги, в принципе, провести, но эти выборы, чтобы Гагаузия сэкономила. С другой стороны,
если мы будем проводить раньше на 3 месяца или полгода выборы, тогда надо кое-какие статьи еще писать, чтобы и выделить определенную сумму денег, чтобы вновь избранный Башкан мог в период этого времени, 3 месяцев, сформировать свою команду. И уже, допустим, 19 числа истекают полномочия Башкана действующего, то 20 числа новый Башкан избранный проводит инаугурацию, уже со своей командой приходит. Этот вопрос требует еще принятия законодательных норм, которые бы регулировали это. Пока этого нет, я думаю, что такие разборки будут пытаться идти, и кто-то будет кидать зерна раздора, чтобы мы здесь ругались. А ругаться-то как раз нету времени ругаться. Сейчас нужно как никогда быть единым и консолидированным нам. Давайте послушаем вопрос, который к нам поступил по телефону, а мы перейдем к разговору нашему в обязательном порядке чуть позже. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры. Кадрлунга Карадинар Владимир. Слушаем вас, Владимир. Иван Георгиевич, вот как раз насчет башканских выборов. Угу. Вам не кажется, что выборы Башкана это носит чисто формалистический характер? Башкан, как и народное собрание, они уже ничего не решают в делах Гагаузии. Нами это правит Центр, Европа и Америка. И то, что 16 депутатов обратились в американское посольство, это еще раз это доказывает, что они просто для проформы. Обратились якобы искать защиты и помощи у американского посольства. А на самом деле и Молдова, и Гагаузия давно уже под покровительством американцев. Для этого маленький пример. Железная дорога Этулия, Бессарабка. Раньше раз в неделю только один эшелон проходил, а сейчас в сутки 5-6 эшелонов. Это о чем говорит? О том, что мы уже вовлечены в конфликт на Украине. Это первое. Второе. Народное собрание недееспособное. Давайте уже будем говорить правду. Башкан взяла под контроль и Народное собрание, и большинство примаров Гагаузии. И получается, что Гагаузия это всего лишь она еще на бумаге существует, а на деле фактически ее просто нету. И избрание Башкана, опять-таки, чисто формалистика. Никакой народ никакой роли играть в этом не будет. Спасибо, Владимир. В чем заключается ваш вопрос? Вопрос элементарно. Вот вам не кажется, что 16 депутатов, которые обратились в американское посольство, прежде чем надо было обратиться, такой шаг сделать, это надо было просто проконсультироваться с народом. Тем более Турция и Россия сейчас США не в самых лучших отношениях. Если мы пошли на поклон к американцам, получается, что мы напросто Владимир, сейчас я попытаюсь вам ответить. Я вообще-то считаю, что депутаты вправе обратиться, встречаться с посольствами и так далее, и с американским, с российским, с турецким, с китайским, шведским, все, кто аккредитован в Республике Молдова, со всеми имеют право встречаться с дипломатическими представительствами. Что они хотели, они сказали. Как мы поняли, это мы тоже поняли. Как мы поняли, каждый понял по-своему. Не знаю, почему так получается, но, Владимир, я считаю, что выборы Башкана это проформа, потому что мы имеем лично тех башканов и депутатов, которых мы сами избираем, поэтому мы имеем то руководство, которое мы сами стоим. И нельзя говорить, что это чисто формальное, потому что Башкан является высшим должностным лицом Гагаузии. Ему подчиняются все органы власти и управления Гагаузии. Это надо понимать. Поэтому надо, когда избираем Башкана, мы должны смотреть, кого избираем, какие его морально-психологические качества, смел он или нет, что сможет ли он отстаивать интересы, естественно, при помощи депутатского корпуса, потому что политическую часть
полномочий Гагаузии все-таки осуществляют депутаты Народного собрания Гагаузии. Они принимают решения, Башкан исполняет, хотя Башкан является высшим должностным лицом в этом плане. Башкан как направление, потому что внешнюю политику определяет все-таки деятельность наша, определяет Башкан, потому что внешняя политика тоже понятие здесь растяжимое, поскольку Гагаузия участвует в осуществлении внутренней и внешней политики Республики Молдова, касающейся интересов Гагаузии. Башкан является членом правительства Республики Молдова, и когда проводятся те или иные вопросы, она ставит вопросы о Гагаузии, во всяком случае так предусмотрено. И если уже Башкан не может, то, естественно, должны депутаты Народного собрания плечо подставить, и собрать то ли сессию собрать, то ли расширенную сессию, то ли с привлечением актива и так далее. Поэтому я не считаю, что выборы Башкана у нас просто для проформы. Это очень важный момент. И Башкан Гагаузии практически один из элементов существования Гагаузии как автономии. Потому что Башкан – это орган власти Гагаузии, один из высших органов власти Гагаузии. Без Башкана, в принципе, нет Гагаузии, как таковой, как прописано в законе об особом правовом статусе. Поэтому это очень важный момент. Да, много, может быть, сейчас недостатков есть, много всего, но мы должны стремиться к тому, чтобы все это осуществлялось в рамках закона, и тогда наши полномочия будут соблюдаться. Я не раз выступал здесь в радио и говорил, что в первую очередь мы должны соблюдать сами законы четко. Тогда у нас будет и моральное, и юридическое право требовать от других, в том числе от центра, соблюдать. Но если мы сами не будем соблюдать собственные законы, естественно, что у нас не будет такого и права требовать от других соблюдать эти законы. Нельзя самим нарушая требовать, чтобы другие соблюдали. В первую очередь нужно, чтобы сами мы соблюдали, и потом не позволяли другим нарушать. Вот это будет четко, ясно и понятно и всем, тем даже нашим оппонентам, не буду говорить врагам, но оппонентам. Ну, очевидно, что закон нарушается в той части, о которой вы чуть ранее называли, по поводу выбора депутатов НСГ от 2 избирательных округов. Действительно, согласно уложению, они должны были приступить к своим функциональным обязанностям депутатским. И то верно, нарушают сами законы. Тот же закон о регламенте, кстати, причем многочисленно я замечала. Да, и я Получается, Иван Георгиевич, что здесь настаиваем на том, чтобы соблюдались законы, в то время и того же мы хотим от Кишинева. Но, увы, так не бывает. Потому и стоит Кишинев, аплодирует нам, что называется. Вот смотрите, я не знаю. Вот смотрите, когда здесь разногласия, а их быть не должно. Закон суров, но он закон. Почему говорится так? Еще древние говорили, да? Древние говорили об этом. Вот смотрите, в законе четко прописано. Мы говорим, что вот с принятием нового закона, новых выборов будут депутаты работать на освобожденной основе. Послушайте, закон о регламенте Народного собрания Гагаузии требует сейчас, чтобы работало 23 депутата, у нас получается, обязаны работать. Помимо тех, кто входит в президиум, да, вы имеете? Нет, и с ними вместе. Вот смотрите. Председатель Народного собрания и его заместители. Угу. То есть у нас получается 4 человека, да? Постоянных комиссий у нас 9. Председатели постоянных комиссий и их заместители обязаны работать на освобожденной профессиональной работе. То есть 4 и 18 у нас получается 22 депутата сейчас. Не то, что по желанию, по закону. Обязаны по закону работать на освобожденной основе. Работают? Думаю, нет. Почему думаете, Иван Георгиевич? Откровенно нет. Наденьте наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы в прямом эфире, представьтесь, будьте добры, ваш вопрос. Я еще давно, меня зовут Степан. Слушаю вас, Степан. Я хотел бы предыдущему товарищу Градинару, он меня знает, я Коваржик Степан из Чадорлунги. Так вот, Градинар, ты должен называть вещи своими именами. Ты говоришь, но немножко не то. Не надо говорить, что Башкан
и депутаты у нас как бы по-своему Скажите, как Степан. это лучше назвать. В общем, что я хочу сказать. Ты когда говоришь, что Башкан продает Гагаузию, и некоторые депутаты, и тогда люди поймут. А то, что ты говоришь, это уже против Гагаузии, хотя ты сам этого не понимаешь. Спасибо, вот ты называй Степан. вещи своими именами. Спасибо за вашу точку зрения. Вот такой батл теперь между слушателями у нас может произойти. Ну, я не согласен, в принципе, что кто-то осознанно продает Гагаузию и так далее с таким мнением. Действия могут привести, допустим, какие-то наши действия, руководстве, могут привести к тому, что интересы Гагаузии будут ущемляться и вообще нивелироваться полностью. Да, но продавать Гагаузию — это слишком громко сказано, я думаю, так. Потому что, ну, продать это надо издать указ, что-то, ну, работать, ну, на данном Составить этапе... договор о купле-продаже, да? Да. Не, на данном этапе мы можем говорить о том, что некоторые действия наших депутатов и исполнительной власти, да, во главе с Башканом, могут привести к негативным последствиям, вплоть до утери прав и полномочий Гагаузии. Но, насколько я сейчас понимаю, депутаты пытаются, во всяком случае, я участвую в работе комиссии, в секретариате совместной рабочей группы депутатов парламента и Республики Молдова, и я вижу, что идет планомерное отстаивание интересов Гагаузии депутатами, которые входят в эту комиссию, идет планомерное отстаивание. Депутатами парламента. Нет, депутатами Народного собрания, депутатами парламента. Депутатами парламента это понимается? Да, ну, принимается? Споры идут, споры рождаются лично. Некоторые законодательные акты уже, во всяком случае, на стадии того, что уже мы, депутаты, проголосовали там, обе То есть стороны. это разработано уже, и теперь должны начинают вступить в действие. Да, один законопроект принят уже о том, что будут парламент Республики Молдова, когда будет принимать законы, будет направлять для заключения Народное собрание Гагаузии. Хоть что-то. Сейчас идет работа для того, чтобы реализовать еще постановление парламента Республики Молдова от 1994 года о том, чтобы Молдова привела свои законодательные акты в соответствии с законом об особом правовом статусе Гагаузии. Вот в этом направлении те депутаты, конечно, с центра спорят. Они дошли до того, что вот и наша несогласованность с депутатами Народного собрания, споры внутри себя и исполнительная власть приводит к тому, что сейчас, к моему удивлению, раздаются голоса депутатов парламента Республики Молдова. Вот Народное собрание, где может принимать только законы, те законы, которые принимает парламент Республики Молдова. Тогда получается, что зачем нужно Народное собрание, если вы полномочия именно Гагаузии есть, самостоятельно принимать решения, те, которые касаются интересов Гагаузии. И там в каких областях в законе предусмотрено. Соблюдение иерархии, да, законной? Нет, дело не в иерархии. Вы смотрите, есть европейский принцип субсидиарности. Молдова очень стремится в Европу, да? Все европейские государства работают в соответствии с этим принципом субсидиарности. Он основан на том, что если какие-то правоотношения регулируемые законом, входит в компетенцию Гагаузии, и Гагаузия приняла закон в этом отношении, то наш закон в этом плане выше, чем молдавский закон. Но если мы не приняли закон, то мы обязаны руководствоваться молдавским. Но как только мы приняли закон в этой области, то здесь уже действуют только нормы законов Гагаузии. Но принципы, общие заложенные в законе, конечно, должны соблюдаться конституционные республиканцы. Но само действие закона, вот как он сформирован, порядок, это уже чисто Гагаузии должно быть. А вот центральные власти этого не хотят. Они считают, что Гагаузия как советники, вот, в селах, в районах, вот так. Нет, так не бывает. Вот из-за чего идут споры. И я считаю, что... И каждый раз обращаетесь к мнениям или рекомендациям Венецианской комиссии. И к Венецианской комиссии обращаемся, и к нашим экспертам, которые там в этой рабочей группе. К сожалению, еще ни одна Молдова, хоть и стремится в Европу, да, но ни одна рекомендация международных организаций, в том числе европейских структур, не выполнена по отношению к Гагаузии, вообще не выполняется Молдовой.
Надо это понимать. Кто должен стучать по столу и говорить, почему не соблюдается? И депутаты, и Башкан, и исполком, все должны стучать. Мало того, если это не получается у них, то они должны созывать расширенные форумы, типа расширенных заседаний Народного Совместные, собрания. да? Да, с привлечением, допустим, примаров, председателей советов, общественных деятелей. Помните, когда еще в 5-м созыве хотели нашу землю отдать в концессию для того, чтобы... В румынской стороне, да? Нет, какая-то американская фирма должна была взрывать нашу землю, газ добывать. И помните, когда было в лице все руководство Республики Молдова приехало во с премьером сюда, расширенное такое заседание, и мы тогда смогли обстоять, вот когда трудно. Вот как раз к этому, Иван Георгиевич, веду, что вот это вот стучание по столу возможно лишь, когда будет консолидировано здесь. Конечно. Наши местные власти. Местные, Конечно, говорю, в первую региональные. очередь. А пока с этим немного сложнее, потому как разные мнения присутствуют. И это здорово, когда разные мнения, но вот когда есть одна цель, Раз мы разные, то нормально. которую должны преследовать все разом. А вопрос еще один по телефону. Пожалуйста. Добрый день, представьтесь. будьте Добрый добры. день. Я вам звоню с Буджака. Слушайте. Я хочу спросить у господина Бургуджи. Значит, наши эти депутаты обратились к американскому послу насчет представительства Гагаузии в парламенте 5 человек. Но недавно вновь избранная председатель ЦИК сказала, что если гагаузы хотят иметь своих 5 человек, должны создать свою партию. И тогда уже будет разговор о том, что они будут иметь представительство. Это неверная Спасибо, информация. это неверно. Это неверная информация у вас, такого этот председатель не сказал. Ну и вопрос так и не может стоять, потому как нельзя создать Я партию. сейчас- Ну не обязательно, чтобы это была Ну- гагаузская какая-то партия, отдельно гагаузская. Может быть, Нет. объединиться там, значит, с болгарами. вот, Неправильно. или с Дайте югами. я вам объясню. Вот. Я понял вас. Спасибо, что вы с ГРТ. Сейчас объясню. Дело не в этом. Разговор идет о политическом представительстве Гагаузии в парламенте Республики Молдова. Независимо от партийной Независимо от принадлежности. партии и так далее. И выбираться эти депутаты должны по одномандатным округам на территории Гагаузии. Независимо, они будут в партиях, не будут, и они выбираться и отзываться должны. Не так, как в целом по республике, а партии, они так и будут должны по партиям избирать, по партийным спискам, это нас не должно касаться. Потому что сейчас, когда в партии работают, это не представители Гагаузии, а представители, они партии, хоть и являются, допустим, они по национальности гагаузами или проживают в Гагаузии, но они не представляют Гагаузию. Вот о чем идет. Мало того, мы не говорим просто о представительстве 5 мандатов. Мы говорим о том, потому что если будут просто представители без полномочий, то это их быстро задавит. Что такое 96 депутатов против 5? Надо как в других политических автономиях, с правом вето по вопросам, касающихся интересов Гагаузии. Вы все-таки считаете такую пропорцию? Только 96 такая. плюс 5 или все-таки 101 плюс 5? Нет. 96 плюс 5, 101 плюс 5 невозможно. Конституция предусматривает жестко 101 депутат. Вот в рамках этих 101 депутата мы можем претендовать. Вот, допустим, на Аландских островах есть представители с правом вето. Если по какому-то законопроекту представители Аландов говорят нет, не подходит к нам, создается согласительный комиссия. Это не значит, что вообще этот закон не принимается. Но создается, он рассматривается более детально, создаются согласительные комиссии, приходят к общему знаменателю и так далее. Тогда уже переголосовывается и принимается, когда пришли к общему. Вот здесь то же самое нужно. Потому что, вот смотрите, у нас в Гагаузии есть полномочия, которые четко в законе написано об особом правовом статусе, и в 111 статье уложения Конституции Республики Молдова написано, что у нас полномочия закреплены в законе. А в законе написано, что Гагаузия участвует в осуществлении внутренней и внешней политики Республики Молдова, касающейся интересов Гагаузии. Скажите, пожалуйста, сейчас тот же Нантой, Шалару и другие говорят, что наша цель вступить в Евросоюз, мы идите в баню, пусть гагаузы не мешают нам и так далее. Подождите, гагаузы не собираются вам мешать. Гагаузия, вы идите, но сначала спросите молдавский народ. На данном этапе
и четко, ясно выверено, что представители секты ПАС, партии ПАС, они желают идти туда, да? Они желают идти в Евросоюз. Правительство, президент, Но об этом мы Шаларов. говорили, да? Нет, что- они желают. Но референдум-то не проведен. Людей не спросили. Гагаузия провела референдум. И она четко выверила. Чтобы сейчас говорить о том, что мы хотим... Надо спросить Гагаузию, хотите вы или... Мы можем провести еще... Если Гагаузия проведет еще один референдум, и весь молдавский народ, и скажут, что мы хотим вот по европейскому пути, тогда они могут сказать, наша цель туда. Но если мы говорим, что мы хотим иметь нейтральную, независимую Республику Молдова, в принципе, развивая ее и так далее, я лично выступаю за это нейтральное, независимое, равноудаленно от всех. Потому что сейчас говорит о геостратегическом векторе развития разном, да? Мы придем опять к раздраю. Сейчас надо работать только про молдавское, про гагаузское. Политика должна быть, мы должны быть равноудаленными, должны быть нейтральными, независимым государством. Жить со всеми дружно, да, уважать Российскую Федерацию, уважать Европу, уважать Турцию, уважать кого угодно. Всех уважать и жить нормально. Ну, как Швейцария, допустим, и так далее. Ну да, она во время Австрия. Второй мировой войны соблюдала нейтралитет. А вот, мы сейчас не соблюдаем. Вот парень говорил, что идут поезда. Фактически мы не соблюдаем нейтральный статус. Хотя обязаны соблюдать. Мы не должны стать на сторону ни одного из участников конфликта. Они должны сами разобраться. Мы нейтральная страна. Наш сосед, мы с ними живем хорошо и должны жить хорошо. Мы нейтральные. Пусть разбираются они сами. Нравится это кому-то или нет, но мы нейтральные. Вот надо исходить из конституционного принципа нейтральности. Оно же в Конституции заложено. Это не просто мое желание или желание президента, желание там, других каких-то и так далее. Иван Георгиевич, у нас еще телефонный звонок есть. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это опять я, координатор Владимир Чедерлунгов. Иван Георгиевич, вот скажите, пожалуйста, вот какой логический выход из ситуации? Когда это народное собрание это ссылается на Башкана, Башкан на народное собрание, в итоге политическая, экономическая жизнь это как бы в тупике. Вот я нахожу только один выход. Это депутаты народного собрания вместе с Башканом ложат свои мандаты на стол, созывается в срочном порядке временное правительство до башканских выборов, которые будут держать жестких в руках все приходы и расходы бюджетных денег. И тогда будет порядок, и тогда народу будет с кого спрашивать, а то они друг на друга перекладывают вину, а в итоге народ-то умирает от голода и от холода. Похоронные процессы каждый день в Чедерлунге. Это разве не тревожный звонок? Вещи. Спасибо, Владимир. Спасибо, сейчас я скажу вам. Спасибо. То, что вы говорите, они не ссылаются друг на друга. Есть полномочия отдельные, четко прописанные у исполкома, полномочия четко прописаны у Башкана, полномочия четко прописаны у Народного собрания Гагаузии. Башкан с исполкомом представляют бюджет, к примеру, или планы реализации, что-то куда будут тратить деньги. Народное собрание утверждает. Если Народное собрание не утверждает, эти деньги в этом направлении не тратятся. Есть. То, что вы говорите, переизбрать из депутатов и так далее, это в принципе возможно, но это должны депутаты самостоятельно принять, и никто не может заставить депутатов самораспуститься. Депутаты могут сами это решать. Каким количеством голосов? Это предусмотрено также в уложении? Предусмотрено в регламенте. О сложении полномочий. Предусмотрено в регламенте, да. В регламенте Народного собрания предусмотрено большинством избранных депутатов. Большинством таки. Да, большинством избранных депутатов могут проголосовать и сложить свои мандаты. Но это право депутатов, но не обязанность депутатов. Я хочу подчеркнуть. Многие депутаты об этом заявляли. Нет, что они готовы сложить полномочия. Заявить и реализовать — это две большие разницы. Между заявлением и реализацией дистанция огромного размера, как говорят. Но то, что это чисто 106-я статья регламента, это регулирует. Вот потом откроете статью 106 регламента и посмотрите закон о регламенте АТО Гагаузия. Они могут сложить, но это ихнее право. Другой разговор, что вы говорите, что другое временно нельзя. Закон, понимаете, у нас есть закон,
и процедура прописана, как, что делают. Даже если, предположим, депутаты складывают свои полномочия, на весь этот период действующий исполком до выборов действующие депутаты исполняют свои полномочия и реализуют. Невозможно, чтобы безвластие было. Нельзя митингами избирать руководство Гагаузии или каким-то другим органом. Если бы не было у нас конституционных органов власти, это другой разговор. А сейчас есть они у нас конституционно, мы их избрали, все это. Поэтому, ребята, надо говорить не только наши желания, а сочетать их с теми законными методами, нормами, которые существуют на нашей территории, в республике, в Гагаузии, потому что это будет антиконституционно. Потом таким же макаром попытаются в другом месте сделать. В Кишиневе, допустим, придут, соберутся толпа, скажут, убираем. Так нельзя делать. Есть закон, по закону и действовать. Когда мы выбираем, тогда надо четко голосовать и смотреть, кого выбираем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, представьтесь, будьте добры. Алло. И как звучит ваш вопрос? Я хочу спросить, очень многие переживали. У нас такая команда большая, серьезная, умная. Почему у нас забрали справочное бюро, забрали скорую, забрали все. И все, и тишина. Сколько? 112. Там 200-300 человек работает в этом 112, а наши остались без работы, как говорится. Забрали все. Разве можно так? Спасибо. Вы имеете в виду, что может быть, сильно она широко раскрыла свои руки. А завтра она скажет, нам не нужна гагаузская автономия. Уже говорят об этом. Спасибо за вопрос, уже говорят об этом. Но я думаю, что это вопрос изучения, я насколько понимаю, вопрос это не первый раз, не вы подняли первым. Изучение постоянной комиссии по здравоохранению по этому вопросу и управление по здравоохранению, надо анализы сделать, и для этого есть у нас исполнительная власть, которая подготовит проект закона с депутатами и могут принять. Это вот еще раз возвращаем к тому, что депутаты и исполнительная власть должны быть спаяны в работе, не лебедь, рак и щука работать, а в одном направлении работать. Всегда будут какие-то взгляды, противоположные, но в любом случае надо находить консенсус и принимать решения во благо Гагаузии. Я тоже считаю, что то же самое, что у нас некоторые полномочия, допустим, почтовые работники, почту сокращать, нельзя. Налоговые мы раньше налоговые говорили то же самое. Понимаете, вся реформа, которая в республике может идти, она должна миновать Гагаузию. И у них проводится и Гагаузия. Внутри Гагаузии сама Гагаузия определяет, как делать, что делать. Может быть, Гагаузия то же самое будет брать с них пример. Но процедуру она сама Гагаузия будет делать. Как нужно. Это полномочия Гагаузии, потому что Народное собрание определяет границы населенных пунктов, какие органы сделать, что сделать у нас на территории Гагаузии, чтобы руководить, чтобы было лучше. Это Народное собрание представляет исполнительная власть, Народное собрание. Для этого они у нас и есть. Иван Георгиевич, много раз говорилось о том на протяжении многих лет, о том, что буквально блокируется решение вопроса о назначении на должность главного прокурора Гагаузии. Согласно проведенному конкурсу Народным собранием, этот вопрос снова не решился. А почему так долго этот вопрос не решается? Это из той же оперы, сложение полномочий Гагаузии? Опять из той же оперы, потому что закон об особом праве надо смотреть. Понимаете, у нас Гагаузия, я не знаю, мы хотим, чтобы не спорили. В этом как раз вопросе нужно спорить с Кишиневым, рвать лодку. Вы входите в эту комиссию? Да, сейчас объясняю почему. Закон об особом правовом статусе Гагаузии предписывает, каким образом назначать прокурора. И если мы согласились, чтобы чуть-чуть изменились правила, если Кишинев не нарушает это, то мы должны опять вернуться к этому вопросу. Не хотят, у нас есть... Почему мы не можем принять закон о прокуратуре Гагаузии здесь на месте и начать? Я уверяю вас, тогда придут очень быстро к соглашению.
Давайте, или закон об УВД. Вот смотрите, у нас сейчас Народное собрание утверждает, Башкан председатель Народное собрание утверждает начальника УВД, да? Управление полиции. Нет, начальника УВД. У нас нет управления полиции. Начальника управления внутренних дел. Это две большие разницы. Внутри управления, это министерство получается. Внутри управления внутренних дел может быть управление полиции и так далее. А Кишинев перевел это в ранг управления полиции на прямую команду. Так не должно быть. Мы практически усекают наш закон. Поэтому нужно принять закон об УВД Гагаузии и реализовать, назначить. Тогда очень быстро прибегут сюда, давайте договариваться. По-другому они не понимают. А если не понимают, надо приводить чувства такими. И это не будет сепаратизм, уверяю вас. Почему? Потому что это прописано в законе. Мы реализуем нормы закона, принятого парламентом Республики Молдова. Иван Но для этого нужно иметь мужество. Почему оно до сих пор не проявлялось? Это же проблема не сегодняшнего дня. И не прошлого года или не 2 года назад. Да, прошло созвучно. Где мужество? У нас вопрос есть по телефону. Мы и вопрос на электронной почте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, говорите. добрый день. День добрый. Иван Николаевич Кангас, Бессараб. Я уж думала, Иван Николаевич не позвонит сегодня. Слушаем. Да нет, просто я сейчас только приехал домой, не могу не позвонить. Иван Георгиевич, я знаю, что вы человек смелый, и думаю, что вы будете честно отвечать на тот вопрос, который я вам буду задавать сейчас. Вы находитесь сегодня у нас там советником этого спикера Народного собрания. В прошлой неделе депутаты Народного собрания почему-то поехали в посольство Америки о чем-то договариваться, и никто не знает о чем. Нигде не слышно. Вы прекрасно знаете, что где Америка ставит свою лапу, тому государству все, конец. Значит, они не пришли, поставили здесь лапу, мы сами идем, у них что-то клянчим. Вопрос в другом. Если вопрос состоит, чтобы они помогли нам сохранить автономию, то это не по адресу. Почему? Потому что восстанавливать Гагаузию нам помогла Турецкая республика. Если бы они пошли в Турецкую республику, турецкая посольство, я бы с ним согласился. Но так как они пошли к тем, которые нам мешают, которые специально создают такие проблемы, и нигде я не могу найти информацию, о чем они говорили. Скажите, пожалуйста, Спасибо. если вам кушать, о чем они говорили, что они там вообще искали. Спасибо. Спасибо, Иван Спасибо, Николаевич. Иван Николаевич, но сейчас скажу. Он очень эмоционально выразил свою Да нет, позицию. я бываю таким же эмоциональным. Просто сегодня я более спокойный. Иван Николаевич, давайте так, начнем с того, что депутаты Народного собрания, еще раз повторюсь, вправе встречаться с любым представителем дипломатического корпуса, не то что вправе и сами инициировать. Но, насколько я понимаю, вопрос был инициирован руководством Народного собрания, направили во многие посольства письма о том, чтобы чтобы назначили встречу, чтобы депутаты могли поехать. И я обращаю внимание, что поехала группа депутатов, а не отдельное руководство, только группа депутатов, то есть... спикер НСГ? Нет, спикера не было, там простите, вице-спикеры НСГ, председатели постоянных комиссий, там депутаты были, могут быть еще больше депутатов. Я помню, что мы ходили, допустим, почти всем составом по всем посольствам тогда, в 5-м созыве. Но вопрос идет о том, что именно посольство Соединенных Штатов назначило встречу, когда письма получили. Получается, первым отреагировало посольство США? Отреагировало, насколько я понял, отреагировало посольство Соединенных Штатов Америки и назначило встречу на 10 января. Вот они поехали туда на 10 января. О чем говорили там, в принципе, я читал Лечу, о чем говорил, и Петров говорил, о чем Саша Тарнавский говорил, о чем они говорили. Пресс-релиз. Как такой пресс-конференции или брифинга не было, поэтому я не знаю. А я могу то же самое, Иван Николаевич, судить о том, что было в прессе. О чем шла речь. И могут ли они говорить об этом? Конечно, могут говорить. Помощь будет ли? Не знаю.
будет помощь или нет, но практика показывает, что руководством Молдовы практически руководит посол Соединенных Штатов Америки. Если не захотят, по-моему, будет. Ну, реально, если так Ну, посмотреть. сейчас громкое заявление сделали, Иван Георгиевич. А что, не так, посол что ли? США руководит Молдовой. А что вы не... Это... Во всяком случае, он может спокойно... Посмотрите, это давно еще было. Пришел раз, отправил плакатника сюда. Пришел раз, сюда сделал. Пришел, быстро порядок навел там. Высказывается, где-то там что-то сделал, по энергетике что-то было, раз начали выступать, пошел, сказал, что он думает, что правильно, все, замолчали, что электроэнергия там. И я вывод делаю, что практически руководит посол. Скажите, а вы бы хотели провести с ним встречу? С послом Соединенных Штатов? А зачем? Да. Вот спросите его напрямую об этом. Я могу спросить при встрече, но только для этого, чтобы я потерял свое время и поехал туда к нему? Не, извини, я слишком ценю свое время, чтобы только из-за этого поехать туда. Иван Георгиевич, еще один вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, День добрый. добрый день. Я Иван Георгиевич, вопрос. Иван Георгиевич стоит? Алло. Да, слушаю. Вот вы распинаете же полчаса насчет законов Молдовы. Закон, по закону все делать надо, по закону все делать надо. Какие Молдова что делала по закону? Возьмите язык по-русски, и сразу Конституционный суд сделал одну бумагу, она уже, я объявила его, что выше Конституции, не по закону. Вы скажите одно слово, что хотите отделиться или Гагаузия к России. СИБ вам сразу скажет, что вы сепаратизм, или опять Гагауза, любого Гагауза сепаратизмом. А то, что распинаются уже 2 года Униля объединиться с Румынией, все, тут уже не 2 года, а уже все 60 лет. Это все нормально. О каком законе вы говорите? СИБ какой закон делает? Спасибо. СИБ взял все на себя. Это самое и все. Это насчет закона. А вот насчет американцев. Вы назовите одну страну, куда входила, вы лично назовите одну страну, куда входила Америка, и там не было войны. Нет такой страны. Нет такой страны. Так вы просветите этих тупых, Народного собрания депутатов, если они пошли на поклон к американцу. Майя Санду куда уезжала первая? В Америку. Еще там дали указания. Так что они это все не видят, не слышат? Все нужно делать в одностороннем порядке. Спасибо. Спасибо большое, что у вас такое... Ну что ж, извините, хотя вы не представились, я поэтому не знаю, как к вам обратиться, но я начну с того, что законы, если Центр не соблюдает, если мы хотим быть понятыми и не обвинены, и в том числе и в сепаратизме и так далее, мы должны четко делать в рамках закона все, что написано. Тогда нас никто не сможет обвинить. Уверяю вас, что в законе об особом правовом статусе Гагаузии и в Конституции 111 статье, которая закрепила этот закон, да, четко прописаны наши полномочия. И в наших полномочиях делать то, что мы считаем нужным. Но для этого нужно просто, еще раз говорю, нужно мужество, чтобы мы четко делали это. Не надо бояться. Мы должны реализовывать закон об особом правовом статусе, реализовывать. Не ждать, пока нам разрешат его реализовывать, а четко, последовательно, шаг за шагом, несмотря ни на что, реализовывать. Это первое. Второе, что касается американцев. Да, я разве говорю по-другому, я разве спорю с вами, что американцы куда ни шли. Я об этом не говорил. Я, наоборот, сейчас говорил, что у меня нет времени, допустим, идти об этом говорить послу, что именно посол руководит руководством Республики Молдова напрямую. Не наоборот, допустим, он не чувствует себя здесь гостем, обязанным соблюдать законы Республики Молдова. Он чувствует себя хозяином положения, и что руководство Молдовы должно выполнять его указания. Я поэтому говорил. А что касается, что депутаты могут идти или нет, я повторю уже 3-й раз за эту передачу, что это право депутатов идти встречаться с кем угодно из этих представительств по какому угодно вопросу, касающемуся интересов Гагаузии. Они не шли же собственные вопросы решать. И они поехали туда, написали письма
Первым отреагировало посольство Соединенных Штатов Америки, насколько я понимаю, и они поэтому первым пошли туда. Если другие посольства отреагируют, назначат время и дату, естественно, я убежден, что депутаты поедут и туда. То есть надо полагать, что в ближайшем будущем состоятся встречи Вполне в возможно. посольствах И других не стран. принято заранее уведомлять, Иван Николаевич вот отвечал, он Мгм. говорил, что не принято заранее уведомлять, что мы поедем в это посольство, говорить об этом и так далее. Может быть, какие-то разговоры будут, что посол скажет, я бы не хотел, чтобы это афишировалось, мы внутри говорим. Все, я не знаю, какие там разговоры будут-то. Иван Георгиевич, но вы видели в соцсетях, достаточно критические были сообщения Да, я видел, читал. пользователей интернета относительно визита Да. гагаузских депутатов к американскому послу. Может быть, это также будет браться на вооружение впредь для того, чтобы эти визиты совершались все-таки и принимали более массовый характер. Я имею в виду, что был обнародован хотя бы. Нет, я бы Почему понимаю, нет? чтобы не было ничего, если бы, допустим, в один и тот же день, да, пару посольств бы было, 2-3 посольства посетили, тогда бы не было такой реакции, я так думаю. Но никто же не виноват, что не было отзывов от других посольств. Я этого говорю. Еще Я один не вопрос, защищаю Иван Георгиевич. я просто свое мнение высказываю. Давайте еще один вопрос примем по телефону. Здравствуйте. Добрый день. День добрый. Камрад Андрей. Слушаем вас, Андрей. Хочу, господин Бургуджи. Спасибо, если господин, давайте. Господин Бургуджи. Ну, слушаю вас. Пожалуйста. Значит, вот мы слушаем вас здесь, есть трое. Слушаем вы уже разов, наверное, 100. Гагаузия, гагаузская автономия, Гагаузия, гагаузская автономия. Разве это гагаузская автономия? Это русская автономия. За 30 лет никаких абсолютно изменений. А что вы лично сделали, чтобы эти изменения были? Вот не перебивайте. Все как было, садики по-русски, школа по-русски, училище и так далее, все по-русски. Обучение на неродном языке приводит к ассимиляции. Вы это знаете? Все, какой вопрос у вас? Например, в Камрате до 40 лет никто абсолютно не разговаривает по-гаузски. А от 40 до 50 лет еле-еле. По-гаузски... А вы провели исследование? Слушайте дальше. По-гаузски разговаривают только те старики, которые 50 и выше. То есть нас, в кого вы превращаете манкуртов. Знаете, что такое манкурт? Скажите, Андрей, мы знаем и что такое манкурт, и ваш вопрос в чем заключается? Вот я объясняю. Не надо Вы объяснять, уже вопрос объяснили. задай. Вопрос в чем? Что надо переходить... Гагаузское только название, больше ничего абсолютно. Спасибо. Вот такие, я извиняюсь, манкурты, как вы, бургуджи и другие. Ну, я думаю, что, Андрей, вы манкурт в первую очередь. Почему? Потому что лично вы до сих пор не сказали, что же вы сделали для того, чтобы автономия состоялась. Все просят. Вот Гагаузия. Надо в первую очередь задавать себе вопрос, а что мы сделали? Вы говорите манкурты. Я думаю, что вы манкурт, если вы не знаете, что в садиках сейчас обучают, группы есть на гагаузском языке. Раньше не было. Сейчас есть группы на гагаузском языке, учат гагаузский язык. И потихоньку обучают. Наверное, ваши дети тоже не знают гагаузского языка. Мои дети знают, и внуки знают гагаузский язык. Это зависит от того, как вы будете учить детей. Да, я тоже плохо переношу, что у нас нет школ на гагаузском языке. Я тоже хочу, чтобы они были. Я, во-первых, выступал, чтобы у нас был какой-то элитный лицей, который все преподавалось на гагаузском языке, а выпускники которого бы могли за счет бюджета поступать в любые вузы мира, потом с возвращением обратно, чтобы получив образование, вернулись опять в Гагаузию. Но пока этого нету. Но я думаю, и будет со временем. А если такое отношение будет так, как у вас, манкурта, ничего нет, так надо, чтобы мы сами, каждый из нас думал, что я сделал для Гагаузии. Гагаузия сама по себе не может все делать для нас. Хотя бы позвонить на радио и задать вопрос, этот же на гагаузском языке. Да. У нас есть вопрос на почте. Тоже на русском задают, что говорит Марко. Здравствуйте, Гагаузское радио. У меня такой интересный вопрос. Вот сейчас будут выборы. Можно ли принять такой закон, что кандидаты будут нести уголовную материальную ответственность за публичное обещание? А то приходят, говорят, что построят аэропорт,
электростанцию, обещают дружбу с Россией, а в итоге ничего из обещанного не выполняют. Вопрос от Николая из Камрата. Нет, к сожалению, такого нету. Невозможно. На уровне кандидатства, да. На уровне государства тоже нет. Я думаю, что вполне возможно было бы, вот чисто с юридической точки зрения, предусмотреть в законе, чтобы в дальнейшем кто не будет выполнять своих предвыборных обещаний, что их не могли больше регистрировать в качестве кандидата в будущем. Если ты один раз обманул, не реализовал, и ты должен уже препон должен быть для того, чтобы ты дальше мог баллотироваться, обманывать людей и так далее. Ну, вопрос такой, потому что нигде в мире депутатам нету вот преграды. Барьеров. Барьер можно самим написать, если не выполняешь предвыборное обещание. Вот есть раз, два, три, ты не можешь быть зарегистрирован. Вот в этом случае, да, можно какие-то препоны или фильтры, как, в принципе, ценз оседлости и так далее, вот фильтры ставить вот такие. Относительно выборов Башкана Гагаузии, Иван Георгиевич, всегда приходят кандидаты с тем, что необходимо укреплять полномочия Гагаузии. Как вы думаете, как долго будет продолжаться эта борьба гагаузского народа за свои права и за свои компетенции? Ну, я думаю, что она будет все время продолжаться, потому что пока центральный... И роль Башкана в этом какова должна быть? Роль Башкана вообще-то здесь должна быть большая, по большому счету. Это высшая должность автономии. И Башкан сам, по сути, не может делать, все на себя взвалил, но целенаправленно направлять и идти в этом направлении, мобилизуя всех депутатский корпус, исполнительную власть. Я думаю, что да, я вообще вот очень сейчас у нас будет 27 числа форум в Гагаузии, да, по поводу анализ действий руководства Республики Молдова по интеграции Молдовы, да, что они с Приднестровьем говорят и так далее, показывает нам, что в структурах исполнительной власти должен быть отдел или управление, не знаю, как в Молдове, допустим, это зампредседателя правительства по сохранению и укреплению статуса Гагаузии, как это вице-премьер по реинтеграции, да? И который должен, аппарат которого, пусть он не будет небольшой, пусть до 5 человек, к примеру, да, но который должен целенаправленно работать только в этой области, генерируя не только идеи объединений, а конкретные законопроекты и так далее, которые должны реализовываться, идти. По-другому невозможно. И это должно быть, этот отдел, или как он будет называться, оно должно быть связующим звеном исполнительной и законодательной власти именно по полномочиям Гагаузии. Только так, я думаю, что мы можем. Вот, я анализирую, как делается, потом читаю. Да, вот именно так. Просто так невозможно. Оно не получится. Объясняю почему. Элита Кишинева, да, центральных властей, она не готова, она еще не осознала, что внутри Молдовы действует политическая автономия. И она... Иван Георгиевич, не слишком ли много? Нет, они не хотят даже, они не хотят. Вы не понимаете, Катя, больше 2 лет. Прошло, но они не то, что не понимают, они не хотят этого понять, они хотят ликвидации этого. А вот они, нужно, чтобы зачем понять, тогда что вот это эти нет визиты? возврата к этому. Понимаете? Зачем эти визиты на Аландские острова, в Южный Тироль? Так это идет... Знакомимся с автономиями других стран, европейских стран. Я понимаю, я еще раз говорю. А свою автономию? Они не хотят, реально не хотят. Они вынуждены были тогда согласиться. Еще раз повторяю, я где-то об этом говорил уже. Молдова тогда, руководство Молдовы было вынуждено согласиться. В 1994 году вы имеете в виду? Да, вынуждено было согласиться. Но оно все время держится, не хочет его реализовывать, и поэтому нам нужно самим. Мы согласились, понимаете, когда говорят, что... Но спустя 29 лет, или сколько, 28 лет, 29, да? Вот, а 29-й год пошел. Неприятно слышать заявления сегодняшних политиков относительно гагаузской автономии. Да некоторые из них ходили тогда под стол пешком.
Но они не могут осознать, что это был политико-правовой... То есть год назад, 2 года назад, 5, 10 лет назад таких заявлений не звучало, а сейчас они... Катя, объясняю вам, почему. Потому что тогда было больше тех, кто помнил те события, эту атмосферу. А сейчас пришли к власти те, которые под стол ходили пешком или у матери. Надо им тогда напоминать о тех событиях. Вот смотрите, никто не должен забывать, что автономия, как гагаузская, это закон об особом праве, это не обычный закон, это политико-правовой закон. Потому что, отмени этот закон, мы должны опять вернуться в рамки Гагаузской республики. Тогда опять должна быть независимая Гагаузская республика и Молдова. Это должны осознать. Раньше, почему это не возникало, как сейчас? Потому что те помнили те года, помнили, что Гагаузия это плод принятия договора оформления политико-правового закона. Потому что закон об особом правовом статусе был реализован, оформлен в виде закона, договор между высшим руководством Республики Молдова и высшим руководством Гагаузской республики о законе об особом правовом статусе, что Гагаузия реализует свои права, коллективные права в форме автономии, отказавшись от независимой Гагаузской республики. И Молдова тогда обязалась, что будет соблюдать, станет гарантом. Это было заключено, зафиксировано в законе об особом правовом статусе 25 статье. Но чем дальше время идет, приходят новые люди, эти забывают, что тогда было. Я еще раз напоминаю всем, что когда в 1994 году был принят закон об особом правовом статусе, здесь в лицее, в зале, когда у нас в Гагаузии никогда не висел молдавский флаг, да, приехал вице-спикер парламента Республики Молдова тогдашнего Николай Андроник, и он тогда, выступая, сказал, что этот закон об особом правовом статусе многим не нравится в Кишиневе, многим не нравится здесь в Гагаузии, но этот закон позволил нам, чтобы наши дети и внуки не смотрели друг на друга через прицелы автоматов. Этот закон сделал то, что мы стали жить дружно, гагаузы стали защищать, стали самыми большими государственниками Республики Молдова, в отличие от некоторых... Вот эту позицию Иван Георгиевич и следует сегодня, этой позиции сегодня четко следует придерживаться. Правильно. Год только начался, а у нас время закончилось. Иван Георгиевич, хотела спросить ваши прогнозы на этот год. Какой будет Гагаузия, очень коротко, 20 секунд, какой будет Гагаузия в предстоящий год? Какой вы ее видите на фоне башканских выборов, на фоне тех событий, которые происходят сегодня? Гагаузия должна выйти с этого года сплоченной. Как никогда сплоченные. Вы оптимист. Чтобы был избран башкан Гагаузии, который будет патриотом. В первую очередь не будет бояться. Должен иметь мужество исполнять закон. Я не призываю башкана, чтобы он нарушал закон. Я призываю всех, кто будет избран башканом, если у него не будет такого мужества, если будет у него заячья душа, пусть лучше не баллотируется. Вы идете на выборы, Иван Георгиевич? Вы пойдете на выборы? Нет. Я могу смело говорить, потому что я не хочу быть башканом. Хотя я мог бы выполнять но я лучше буду помогать, пусть идут молодые. Но будет избран смелый башкан, мужественный, он будет реализовывать нормы закона, которые зафиксированы в законе. Не надо больше ничего. Мы должны реализовать шаг за шагом четко, что записано в этом законе. Вот на этой твердой позиции наша программа подошла к концу. Нравится это Кишиневу или нет, но мы должны реализовывать его. Спасибо большое, спасибо нашим зрителям и слушателям. Сегодня гостем нашей программы был Иван Бургуджи, председатель Совета народного движения Гагаузской халкы, советник по политико-правовым вопросам председателя НСГ Иван Георгиевич Бургуджи. Всем большое спасибо, что были с ГРТ. Программа подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч.